После полудня в Алданском центре дополнительного образования становится оживленно и шумно. Уроки в школах закончились и наступает время увлечений. В шахматном кружке разворачиваются настоящие баталии. В соседнем кабинете располагается мультстудия. Здесь будет создано немало познавательных роликов, а пока ребята разрабатывают эмблему своей творческой группы. Полным ходом идет процесс в студии графического дизайна. Над нанесением печати на футболку Роман трудился около получаса. Обновку примерил сразу же. Первая группа второгодников, второй тоже второгодник, третий первогодники. Сейчас почти 30 детей есть. Студия графического дизайна была открыта в центре в прошлом учебном году. Володя Кузнецов начал осваивать это искусство с нуля. Создание визуальных образов увлекло школьника сразу же, и сейчас он справляется с задачами повышенной сложности. Я занимаюсь созданием для футболки надписи, Занимаюсь векторной графикой и ростовой. Делаю проект на конкурс. С наступлением учебного года к действующим на базе центра кружкам и секциям добавились новые направления. Вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» сразу завоевал популярность у юных меломанов. Пока здесь идут только индивидуальные занятия. Ученики лишь осваивают игру на инструментах. А наиболее интересны школьникам гитара, барабаны и фортепиано. Весьма востребованной у ребят стала медиа-студия. Она была открыта на средства, полученные по грантовому проекту благотворительного фонда Тимченко «Среда возможностей». Мы с ребятами уже посетили экскурсию в Якутск, в IT-парк. Побывали в IT-парке, побывали в драйве. Также дети там обучались у профессионалов по фотографированию, по созданию блоков. Этот конкурс «Среда возможностей» включает 3 этапа. Мы сейчас проходим первый этап и как раз отчитываемся в эти дни по первому этапу. Если наш отчет удовлетворит экспертную комиссию, то мы пройдем на второй этап. На базе Алданского центра доп. Образования действует более 20 кружков и секций. В настоящее время педагогическим коллективом реализуется проект «Семейный круг», направленный на организацию интересного досуга детей и родителей. Педагоги центра проводят тематические мастер-классы. У нас были мастер-классы по рисованию мандал, потом по созданию игрушек. В целом, общий охват школьников системой дополнительного образования составляет более 600 человек. Филиалы центра работают при школах Тамота, Нижнего Куранаха и Ленинского, а также в отдаленных селах Хатыстыре и Кутане. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.